Пленарного заседания глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Айсен Сергеевич, рада вас приветствовать. И также в нашем мероприятии принимает участие губернатор Амурской области Василий Орлов. Василий Александрович, также рада вас видеть и огромное спасибо, что вы с нами. Айсен Сергеевич, позвольте вам первому предоставить слово. Поговорим мы про несырьевой сектор экономики. И у Саха-Якутии, у республики есть огромное количество удачных примеров, которыми вы можете поделиться, как креативная экономика в республике, и креативная экономика, и IT-индустрия, и киноиндустрия. У вас очень такой обширный спектр удачных примеров, удачных кейсов, как сейчас принято говорить. Давайте начнем знакомить наших зрителей хотя бы с какими-то из них. Айсен Сергеевич, вам слово, поделитесь своим опытом. Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствую ВПО, Республика Саха-Якутия. Безусловно, конечно же, и Дальний Восток, и регионы Дальнего Востока, такие как Республика Саха, достаточно долго можно говорить о развитии промышленности, о развитии производства, сырьевых секторов экономики, которые являлись и будут, наверное, еще долго являться основой экономики не только дальневосточных регионов, но и Европейского слова и целой российской экономики, так как благодаря тем же якутским алмазам, газу, нефти, углю Россия сохраняет лидирующее положение в мире. Но вместе с тем, конечно же, понятно, что ставка на сырьевую экономику – это не совсем правильно. Мы должны думать о использовании человеческого капитала, использовании и создании новых уникальных компетенций, которые позволят конкурировать на других рынках, в том числе и на сырьевых. И самое ключевое. Не очень однозначная для многих экспертов ставка на развитие креативных отраслей экономики, она все-таки доказывает свою правоту. Мы видим за последние буквально 2 года серьезнейший прорыв IT-компаний из Якутии. Мы видим несомненные достижения на мировом уровне наших кинематографистов. И, конечно же, это не случайный феномен, как многие его пытаются сейчас понять, представить, да, как будто бы ничего не было, и вдруг бабах, и появились IT-компании огромные, так, мирового масштаба в Якутии. Ничего не было, и вдруг бабах, появилось якутское кино, которое забирает сейчас массу призов на международных и российских кинофестивалях. Конечно же, и раньше эти отрасли развивались. Просто сейчас мы целенаправленно делаем ставку на их развитие именно как отраслей нашей экономики. Тот же IT-парк, который у нас был создан в конце 2018 года, и площадь его составляет около 10 тысяч квадратных метров, многим он поначалу казался слишком большим. Вот. Но сегодня мы видим, что в нем уже те компании, которые работают, уже не помещаются. Это не считая того, что наши крупнейшие компании, такие как Майтона, Индрайвер, которые вышли из Якутска, они сегодня уже свои офисы, штаб-квартиры имеют уже далеко за пределами не только Якутии, но и нашей страны. Но появляются новые компании, появляются новые достижения. И, конечно же, это результат того, что у нас по IT-компаниям, если говорить, у нас здесь целая система уже их выращивания, скажем так, начиная практически со школьной скамьи. Это, безусловно, хорошее математическое образование в наших школах, безусловно, сильнейшая школа математическая в нашем Северо-Восточном федеральном университете. Это, скажем, механизмы поддержки стартапов, которые у нас реализуются через Министерство инноваций и цифрового развития, через ряд институтов развития республики. Это уже дальнейшее, скажем так, получение финансирования из российских фондов, но и дальнейший уже выход на рынок. И, в принципе, вот эта система достаточно вроде бы стандартная, она при наличии хорошего человеческого капитала, при его правильной поддержке со стороны государства, она работает.
Вот. С кино, конечно, немножко сложнее, потому что здесь, конечно же, надо понимать, чтобы создать реальную киноиндустрию, которая будет приносить не только призы с международных кинофестивалей, но и генерить уже серьезные доходы, в том числе бюджеты разных уровней, да, конечно же, должны быть и вложения, и должно пройти определенное время. Мы считаем, что мы, опять же, идем по правильному пути. Сначала появилось якутское кино как реально вот именно артхаусное кино, которое реально сегодня очень высоко ценится кинокритиками во всем мире, которое получает главные призы на многих кинофестивалях. Но сейчас вместе наряду с этим артхаусным кино у нас появляются уже кинофильмы, которые, на наш взгляд, уже способны конкурировать и на российском, на международном рынках. Так сейчас одна из наших компаний заключила договор на прокат своего фильма. Фильм «Ичи» называется. Это «Ичи» в переводе с якутского – это дух, да, привидение по всему миру. Так? И его на самом деле реально взяли в прокат, взяла в прокат компания, которая занимается очень серьезно этим вопросом и очень известна в мире, занималась прокатом ряда фильмов, которые получали в свое время «Оскар». Поэтому я думаю, что вот такой вот постепенный подход к развитию отраслей креативных, он дает результат. Мы сейчас создаем уже креативный кластер. К концу года у нас появится на площади 13 тысяч квадратных метров, будет называться «Квартал труда», в котором кроме наших кинематографистов, я уверен, будут и уже и архитекторы, фэшн-дизайнеры, ювелиры, ну и другие представители творческих отраслей, креативных отраслей, которые способны, конечно же, будут способствовать появлению новых индустрий, которые, я уверен, тоже прославят и Якутию, и нашу Россию далеко по всему миру. Поэтому в целом, еще раз говорю, та ставка, которую мы сделали в рамках поддержки креативной экономики, в рамках реализации концепции развития креативной экономики, которую я подписал в 2019 году, она у нас работает. Другой вопрос, что, конечно, это не значит, что мы самоуспокоились, надо этим постоянно заниматься, и, желания у нас хватает. Спасибо. Айсен Сергеевич, спасибо вам большое. Позвольте уточняющий вопрос. Неоднократно вы уже упомянули в своем выступлении и в предыдущих других выступлениях публичных о привлечении молодежи в регион. Скажите, с помощью каких ресурсов это возможно, чем привлечь, как удержать, чтобы было комфортно и работать, и создавать семьи, и развиваться профессионально? Насколько вообще насущно стоит вопрос, скажем так, обеспечить молодежи комфортные условия работы, жизни, чтобы не уезжали в поисках, там, например, заработка в другие регионы крупные? Безусловно, вопросы привлечения новых высококвалифицированных кадров, они стоят перед каждым регионом. И с этой точки зрения мы понимаем, что для того, чтобы удержать свои кадры, привлечь новые кадры, здесь мы должны предложить не только интересную работу, хотя это само по себе очень важно, мы должны предложить и новые условия. Так? Вот те же братья Ушницкие, хозяева и владельцы компании Майтона, которая сегодня является одной из крупнейших игровых компаний в нашей стране, да и Европы точно так, и точно входит в 50, наверное, таких компаний мира. В разговоре со мной однажды сказали: Айсен Сергеевич, мы не хотим отсюда никуда уезжать, мы хотим сохранить здесь свою компанию, мы хотим ее дальше развивать. Нам нужно, чтобы здесь было чисто, чтобы здесь были индустрия, скажем так, гостеприимства в городе Якутске, и чтобы здесь было комфортно жить. Вот на самом деле очень простые, ясные, понятные требования, но, конечно, для их достижения должна быть проведена большая работа. И работа и республиканских, региональных властей, работа муниципальных властей для того, чтобы людям было приятно, комфортно жить на той территории, где они сейчас проживают. Это, еще раз говорю, вроде очень простая задача, но она на самом деле далеко не простая, и к этому надо стремиться, этого надо достигать. И с этой точки зрения я хочу отметить, что вот прошедший 2020 год, несмотря на пандемию, был первым годом после развала Советского Союза, когда миграционный поток в Якутию был больше, нежели чем миграционный поток отсюда. Это вот впервые за
почти 30 лет у нас такое произошло, и на 6,5 тысяч положительный миграционный поток тех, кто приехал на постоянное место жительства в Якутию. Это наше большое достижение, а в купе с постоянным у нас превышением естественной вот рождаемости над смертностью, тоже на несколько тысяч, это дало увеличение численности жителей Якутии за прошлый год почти на 12 тысяч человек. Айсен Сергеевич, еще у вас есть одна идея, проект, если так можно назвать, он называется «Студенческий суперкампус». В продолжении как раз темы молодежи. Каких результатов вы ждете от этого направления, от этого проекта? Поделитесь, пожалуйста, сможет ли он тоже, скажем так, вписаться в обеспечение тех задач, о которых вы сказали раньше? Вы знаете, думая о развитии образования в целом, так и высшего, и среднего профессионального, и общего, я столкнулся с тем, что мы пытаемся реорганизовать, пытаемся поменять среднее профессиональное образование в рамках того же движения WorldSkills Russia. Знаете, в старых мехах, в старых зданиях, в неприспособленных зданиях, которые мы пытаемся каким-то образом втиснуть под современные требования. Тогда как сейчас ясно понятно, что эти помещения строились под обучение детей рабочим специальностям, рабочим профессиям, которые уже отмирают. Этих профессий там многих уже нет, так? А мы все равно детей продолжаем обучать и по технологиям, и по помещениях, которые предназначались совсем для других целей. А сегодняшние профессии, профессии будущего, которые будут востребованы через 5, через 10 лет, они требуют в том числе и совсем других пространственных решений для обучения этим профессиям. В этих целях мы подумали и соответствующую концепцию сейчас разработали о том, что у нас в северной части городского округа Якутск, на севере долины Туймада, в микрорайоне Кангаласы, может быть создан суперкампус, мы его так называем, где объединятся порядка 10 учреждений среднего профессионального образования, где будет создана экосистема среднего профессионального образования, и там будут не только учебные помещения и общежития на 4500 мест, но также там будет создана целая среда, и культурная среда, спортивная, развлекательная, будут коворкинг-центры. И в целом вот эта территория, на которой будут помещения порядка 80-85 тысяч квадратных метров самой различной направленности, должно стать драйвером развития и среднего профобразования в республике, но и оно должно стать драйвером развития в целом многих новых, скажем так, отраслей экономики, в том числе креативных отраслей экономики, которые у нас, безусловно, появляются и будут появляться. Мы сейчас работу над этим проектом ведем. У нас партнерами являются из федеральных органов власти Министерства просвещения. Мы очень тесно сотрудничаем здесь с WorldSkills Russia. Конечно же, есть и финансовые партнеры, в частности ВПРФ. Уверен, что этот проект мы обязательно реализуем. И, конечно, это будет одним из таких очень серьезных достижений в целом системы образования нашей республики. Спасибо вам большое. Уверена, что так и будет. Всячески этого желаем. Чуть-чуть попозже к вам еще вернусь. Продолжаем говорить о развитии экономики и о тех проектах, которые становятся драйверами экономического развития региона. И на примере Амурской области давайте поговорим на тему туризма. Какие комплексные проекты существуют сейчас в регионе? Насколько сильно развитие этой сферы, насколько сильно развитие этой сферы влияет на экономику? Василий Орлов с нами на связи, губернатор Амурской области. Василий Александрович, слушаем вас, и у вас презентационные есть материалы, смотрим и слушаем внимательно. Добрый день, уважаемые друзья. Слайды видно, я так понимаю. Да. У нас туризм является одним из шести основных направлений, отраженных в стратегии социально-экономического развития региона. И, как следствие, мы, конечно, этому уделяем повышенное внимание. Для нас это серьезная точка роста. Благодаря уникальной географии я беру данные за 2019 год, 2020 год по понятным причинам мы не принимаем во внимание из-за коронавируса.
Благодаря уникальной географии мы лидируем по приему туристов из Китайской Народной Республики, 4-е место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Приморья. К началу 2020 года мы подошли с хорошими результатами, мы прирастали плюс 15% по внешнему турпотоку, то есть из КНР это 115 тысяч человек, и по внутреннему потоку плюс 5%, 365 тысяч человек. Рост доходов в бюджет области, это в первую очередь гостиницы и общепит, составлял 143%. Запуск, в том числе был осуществлен запуск первого на Дальнем Востоке отеля известной международной сети «Аккор» в очень хорошем качестве. Мы ставим задачу обеспечить сбалансированное развитие внутреннего и въездного туризма. Наши приоритеты – это промышленный, экологический и событийные виды туризма. Благовещенск – это единственный региональный центр в Российской Федерации, который расположен прямо на границе. От китайского города Хэйхэ нас отделяет 750 метров всего, и это позволяет проводить уникальные событийные мероприятия в культуре, спорте одновременно на территории двух стран, что привлекает десятки тысяч туристов. Город Хэйхэ ежегодно посещает до 2 миллионов внутренних туристов КНР, часть из которых приезжает в город Благовещенск. Наши китайские партнеры масштабно инвестируют в улучшение туристской инфраструктуры на своей территории и активно продвигают свой туристский потенциал. В прошлом году ключевое мероприятие в сфере туризма в городе Хэйхэ в прямой трансляции посмотрело 200 миллионов человек. Наша цель – создать туристически привлекательный город на границе с нашим стратегическим партнером Китайской Народной Республикой. Мы формируем в Благовещенске новое уникальное туристское пространство, ядром которого является проект «Золотая миля». Он реализуется в центральной части города, на намывной территории, прямо напротив китайского города Хэйхэ, и предполагает создание сразу нескольких знаковых объектов. Это первая в мире трансграничная канатная дорога между Россией и Китаем, это гостиницы одного из международных брендов, также современный многофункциональный комплекс со спортивными и культурными объектами. И дополнительно в зоне тяготения этой золотой мили за счет средств частных инвесторов создаются новые новые гостиницы, новые объекты показа, новые музеи. На этом слайде вы видите канатную дорогу, это в верхней части, это российская часть, канатная дорога, она строится. Мы завершим этот объект в 2023 году. А в нижней части слайда это терминал с китайской стороны. Все эти проекты объединены в проект нового туристско-рекреационного кластера «Восточный». Общий объем инвестиций по этому кластеру составляет 12,7 миллиарда рублей. Своевременно реализовать задуманное позволит поддержка государства по созданию тяжеловесной для любого инвестора и муниципалитета обеспечивающей инфраструктуры. Таких объектов у нас два. Это очистные сооружения ливневой канализации Центрально-исторического планировочного района города Благовещенска и берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур. Соответствующую заявку мы подали в Ростуризм. Отмечу, что здесь на 1 рубль необходимых бюджетных инвестиций планируется свыше 6 рублей частных инвестиций. Это очень хороший показатель, он вдвое превышает установленные госпрограммой уровень бюджетного софинансирования. Также для кратного увеличения турпотока несколько лет системно работаем над логистикой туризма. Ведется реконструкция международного аэропорта в Благовещенске, он будет завершен в 2024 году. Там также частный инвестор, предполагается 7 миллиардов рублей объем инвестиций. Это строительство нового моста через реку Зея, в 2023 году он будет завершен. Также в строительство ведется 20 миллиардов стоимость по поручению президента. Этот объект с середины 2020 года у нас начат строительством. А также автомобильный мост с Китаем. Этот мост всем известен, он у нас введен в эксплуатацию, но пока из-за коронавирусных ограничений не функционирует. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем его открыть. Кроме того, мы одновременно ведем масштабную реконструкцию прилегающей территории центральной площади города Благовещенска. В 2023 году этот объект будет завершен. Мы создаем новые локальные общественные пространства, качественно модернизируем дорожно-уличную сеть. Впервые реализуются беспрецедентные по охвату мероприятия по уличной подсветке исторических зданий, по сохранению объектов архитектурного наследия, то есть всего того, что интересно туристам. У нас в регионе сформировался комплекс уникальных объектов промышленного туризма, аналогов которым нет в других дальневосточных регионах. Ядром комплекса бесспорно являются программы посещения крупных техногенных объектов. Это в первую очередь космодром «Восточный», это Зейская, Бурейская и Нижнебурейская гидроэлектростанции, а в перспективе проект газоперерабатывающего и газохимического завода.
В 2020 году совместно с Агентством стратегических инициатив мы запустили пилотный проект по развитию промышленного туризма. Он предполагает внедрение единой методологии по приему туристов на предприятиях-участниках. Для успешного развития этого направления мы предложили консолидировать усилия Роскосмоса, Ростуризма и ряда других федеральных структур, а также правительства Амурской области для решения вопросов создания на космодроме и прилегающих к нему территорий необходимой туристской инфраструктуры. Это музей, это смотровые площадки, визит-центры и так далее. А также возможному упрощению процедуры допуска на территорию космодрома для туристов. В этом нас поддержал Совет Федерации, где мы в феврале месяце выступали с презентацией потенциала Амурской области. Но в качестве справки, сегодня для того, чтобы туристу попасть на космодром, выдача разрешительных документов для российских граждан занимает 21 день, для иностранцев 45 дней. Конечно, это серьезный сдерживающий фактор. Мы полагаем, что для граждан нашей страны, особенно для детей, для молодежи, в рамках профориентационных туров необходимо сокращение таких процедур до 7 дней. Мы также надеемся, что Минтранс России и Ростуризм учтут рекомендации, принятые по итогам Дней Амурской области в Совете Федерации в части включения маршрутов из Москвы, Владивостока, Новосибирска в Благовещенск в перечень субсидируемых маршрутов на семейные авиаперелеты, устанавливаем в целях повышения конкурентоспособности внутреннего турпродукта. Это позволит привлечь туристов на первый гражданский космодром в России, позволит обратить внимание молодежи на Дальний Восток, прежде всего в рамках профориентационных туров. Сейчас хочу отметить, что в проект такого перечня сейчас включен только маршрут Москва-Байконур. Было бы очень неплохо, чтобы и наш космодром Восточный также был включен. Что мы в результате хотим увидеть от реализации наших предложений? Мы хотим увеличить количество туристов уже в ближайшие 5 лет. По внутреннему туристу видим перспективу плюс 30%, по внешнему на 50%. И в перспективе 3 лет только за счет туркластера обеспечим прирост номерного фонда гостиниц в нашем регионе на 20%. Это плюс 634 новых номера к текущему номерному фонду. Естественно, вырастет и уровень доходов, консолидированный бюджет региона от туристской деятельности более чем на 40%. Такую задачу мы для себя ставим. Ну и, конечно, мы создадим условия для качественного и всесезонного отдыха разных целевых групп туристов на Дальнем Востоке России, повысим узнаваемость и привлекательность макрорегиона для жителей западной части России и зарубежных партнеров. Доклад закончен. Спасибо большое. Спасибо вам, Василий Александрович. Скажите, пожалуйста, насколько, скажем так, охотно инвесторы вкладываются в туризм? Есть ли интерес со стороны, точнее, откуда больше интерес со стороны иностранных инвесторов или наших российских? Вообще, насколько это направление интересно для инвестирования? Поделитесь, пожалуйста. У нас достаточно серьезная активность у инвесторов по теме туристической. Как я уже вам несколько проектов показал, все эти проекты находятся в стадии реализации, это не картинки. Все эти проекты либо уже реализованы, либо в активной фазе. И есть, конечно, заинтересованность и от наших китайских партнеров. 2020 год нам здесь, конечно, сильно подставил подножку, честно скажу, потому что практически весь турпоток прекратился. Это, конечно, серьезные риски для любого инвестора, потому что нужно пересчитывать практически уже сформированные финмодели. Вместе с тем, все проекты, о которых я сказал, вот по дереву постучу, они все у нас пока идут в графике. Поэтому мы видим действительно серьезный интерес, но здесь, конечно, нужно понимать, что то, что касается создания необходимой инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, то здесь инвестор ждет соответствующей поддержки от властей всех уровней, региональных, федеральных. Мы эту поддержку стараемся оказывать. Те проекты, многие из того, что я назвал, это проекты, которые идут в рамках ГЧП, концессий. Мы, в свою очередь, администрируем эти проекты в таком вручном режиме, стараемся. Начинаем совещание всегда с вопроса, чем вам помочь. Это, конечно, инвесторы тоже очень ценят. Они видят, что к ним не просто требования, так сказать, высказываются, но и действительно искреннее желание властей помогать. Поэтому мы видим серьезную активность со стороны инвесторов. Но еще раз все-таки хочу отметить, что в Амурской области уникальное географическое положение. Нет больше в мире таких примеров, когда два города стоят друг напротив друга. И все-таки это, наверное, важнейший, если не определяющий фактор в принятии инвесторами положительных инвестиционных решений. Василий Александрович, что касается проблем, вы часть таких вопросов насущных описали, и все-таки явные такие проблемы, которые сейчас стоят перед вами, как главой региона в плане развития туризма, если можете перечислить их хотя бы вот по пунктам, и можете ли вы их решить самостоятельно на своем уровне, или требуется помощь, требуется поддержка со стороны?
Вы знаете, туризм – это отрасль очень специфическая, значит, очень сложная. Она охватывает 12 отраслей. Вот я вам перечислил вклад в ВРП только из непосредственно, так сказать, туристически окрашенных видов деятельности, гостиницы, общепит, но при этом это еще и транспорт, естественно, энергетика, ЖКХ, и ко всему это имеет отношение. Итого 12 отраслей эксперты называют, относящимися к туризму. Значит, для того, чтобы развивать туризм, нужно решать принципиально 3 вопроса. Первый вопрос – это в нашем случае, как привести. Вот для этого мы строим большой набор объектов именно транспортной инфраструктуры. Мост, как я уже сказал, международный построен, строится трансграничная дорога, строим аэропорт. И строим не только терминал, но и полосу строим. Полоса за федеральные деньги строится. Терминал, соответственно, строится за концессионные деньги. Значит, второй вопрос, который нужно решать, это что показать? Это огромный набор различных мероприятий. Музеи, значит, выставочные залы, благоустройство улиц, освещение, безопасность здесь же в том числе. И, наконец, третий вопрос, тоже очень важный. Мы о нем мало говорим, потому что, наверное, вопрос такой многогранный и сложный. Это вопрос ментальности, наверное, так скажу. Туризм – это очень клиентоориентированная отрасль, и человек хочет получить качественные услуги, безопасные услуги, хочет увидеть улыбающиеся лица. И для этого, конечно, важнейшую роль играют кадры. И, соответственно, вопрос подготовки кадров у нас стоит как один из приоритетных вопросов. По всем этим вопросам у нас есть дорожная карта, взаимодействуем непросто. По некоторым вопросам это у нас работа идет. Нужна поддержка федерального центра в части финансирования тех или иных мероприятий тяжелых. Вот, в частности, по «Золотая миля», про который я так много сегодня говорил, это проект, который реализован в составе проекта берегоукрепления набережной реки Амур в Благовещенске. В первую очередь это рассматривалось как объект, который должен был город защитить от паводков, но вот в структуре этого объекта была предусмотрена и «Золотая миля», 40 гектар намывной площади, фактически отвоеванной у Амура. Это проект, который строился за федеральные деньги. Теперь же вопрос стоит по поводу обеспечения инфраструктуры. Часть работ проведена, часть работ еще в процессе. Но вот в этой части, конечно, поддержка государства очень нужна. Благодарю, спасибо вам большое. Позвольте еще чуть-чуть продолжим тему туризма. И вернусь я в республику Саха-Якутия. И, с вашего позволения, подключу к нашей беседе первого заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Максима Карбушева. Я очень надеюсь, что Максим Геннадьевич с нами. Если да, дайте нам знать, потому что следующий вопрос я хотела бы адресовать именно вам. Как раз как на примере региона Республика Саха-Якутия туризм влияет на развитие экономики в целом. Какие вы видите самые насущные такие, ну, не скажу проблемные, но моменты, которые нужно еще подработать и сакцентировать и вашу деятельность как руководителя. Поделитесь, пожалуйста, как у вас обстоят дела с туризмом? Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые участники форума. Значит, действительно, как сегодня много говорили, сфера туризма имеет такой достаточно мультипликативный эффект для развития достаточно большого количества отраслей. Более 10 отраслей зависит от этого. И у нас в республике развитие туризма является одной из приоритетных также отраслей для поддержки малого и среднего предпринимательства. У нас разработано большое количество стратегических документов в этой сфере, и мы понимаем, что развивая туризм, нужно учитывать, безусловно, такой кластерный подход. Мы тоже идем по принципу создания туристско-рекреационных кластеров. У нас один такой кластер в границах города Якутска действует. В прошлом году мы совместно с Агентством стратегических инициатив разработали проект достаточно большого туристско-рекреационного кластера «Лена», который в рамках природного парка «Ленские столбы» у нас будет располагаться. И, кроме того, у нас есть в рамках региональной программы развития предпринимательства, в рамках подпрограммы туризма, создание туристско-рекреационных кластеров на регионального, скажем так, масштаба на уровне муниципальных образований. В прошлом году мы активно отработали с 3 муниципалитетами, и в этом году это направление также у нас продолжится. Безусловно, пандемия
сказалось на развитии сферы туризма, но если посмотреть в целом по натуральным показателям, объем туристического потока у нас в республику по сравнению с 2019 годом даже немножко увеличился. Конечно, доля туристов из вне республики и иностранных туристов, она, конечно, снизилась, но вот внутренний туризм получил достаточно большой толчок именно в рамках пандемии. Большое. Айсен Сергеевич, позвольте, я вас тоже попрошу добавить на эту тему. Уж, конечно, никуда нам не деться от этого 2020 года, который внес такие очень серьезные коррективы да, наверное, во все отрасли, без исключения. Скажите, на примере Республики Саха-Якутия, какие отрасли, какие направления, скажем так, вас вот по-человечески и учитывая, что вы возглавляете регионы, несете ответственность почти за все, что там происходит, на какие отрасли сильнейшим образом повлиял 2020 год, и вам, скажем так, в режиме скорой помощи нужно прежде всего уделять этому внимание, чтобы не просела ни экономика, чтобы и жители смогли позволить себе что-то больше, чем элементарный там минимум. Поделитесь, пожалуйста, какие вопросы вас сейчас волнуют, вот выходя, скажем так, аккуратно про это говорим, выходя из вот этого ковидного эпидемиологического коллапса. Спасибо за вопрос. Безусловно, главы регионов, мы отвечаем за все, что происходит на территории наших субъектов Российской Федерации. С этой точки зрения 2020 год, конечно же, был очень драматичным. И середина прошлого года как раз это пик, на самом деле, экономического кризиса для Республики Саха-Якутия, когда у нас серьезнейшим образом пострадала наша крупнейшая по всему миру продажа алмазов просто встали. И у нас второй квартал, часть третьего квартала, она характеризовалась тем, что компания «Алроса» в месяц продавала на несколько миллионов долларов лишь алмазов, тогда как обычно мы продаем там, порядка 300, 400, 500 миллионов долларов каждый месяц. И, безусловно, это самым драматичным образом сказывалось и на наполнении нашего бюджета. Крайне сложная ситуация, и как раз в этой ситуации я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу, который поддержал меня, дал поручение Гохрану России в случае необходимости выкупить определенный объем алмазов в Госфонд для того, чтобы компания могла выполнять свои социальные обязательства. Но этого не потребовалось, потому что даже одно намерение российского государства стабилизировать рынок алмазов, оно вот эти все спекуляции, которые к этому времени на рынке были, оно прекратило. И где-то начиная с конца третьего квартала, весь четвертый квартал рынок восстанавливался. И сейчас мы идем гораздо лучше, чем аналогичный период год назад, даже 2 года назад по компании «Алроса», что, конечно же, вселяет в нас уверенность в том, что у Республики Саха-Якутия, как у одного из крупнейших акционеров компании «Алроса», в этом году будут дополнительные доходы, связанные с дивидендами, дополнительными от компании. При этом, конечно же, есть отрасли, на которые влияние кризиса было не настолько очевидным, но оно абсолютно точно было. Это малый бизнес. Как раз связано это с тем, что достаточно долгое время у нас ограничительные меры действовали по ряду направлений, в которых малый бизнес работает. Тот же развлекательный бизнес, рестораны, торговые центры. Конечно же, это стройка, потому что при всем при том, что ни один объект социальной сферы, который мы строили, производственная сфера, мы там сохранили темпы, но по жилью, к сожалению, стройка все-таки замедлилась, и у нас есть определенное падение объемов строительства жилья, которое нам надо быстрыми темпами нагонять. Конечно же, снизилась и мобильность населения, количество пассажиров в наших авиакомпаниях, перевезенных людей снизилось. Вместе с тем, я считаю, что все-таки мы из кризиса вышли, более-менее нормально. У нас, если не считать компанию «Алроса», за прошлый год рост промышленного производства на 7% по республике. Компания, в силу известных разных причин, по компании «Алроса» у нас было падение порядка на 7%. Поэтому я считаю, что в целом мы кризис уже преодолеваем. Сейчас, дай бог, после массовой вакцинации и дальнейшего снижения темпов заболевания
коронавирусом, все-таки мы надеемся к лету окончательно с этой болезнью распрощаться и начать наконец-то жить по-нормальному. Спасибо большое. Айсен Сергеевич и Василий Александрович. Следующий вопрос, если позволите, у меня будет один на двоих. Понятно, что у каждого региона есть свои особенности климатические, экономические, территориальные, но иногда выражение «вместе мы сила» заставляет людей объединяться перед те самыми новыми вызовами, перед какими-то проблемами, и решать их лучше командой. Если на примере вашего взаимодействия и вашего, скажем так, территориального местонахождения такие проекты, где все-таки вместе будет правильнее, лучше, эффективнее на благо жителей регионов? Поделитесь, пожалуйста. Айсен Сергеевич, с вас начну. Спасибо. Конечно же, у Республики Саха-Якутия и у Амурской области проектов разных совместных много, мы граничим друг с другом. Я остановлюсь только на одном проекте, я думаю, что Василий Александрович потом добавит. Это вывоз углей с Южной Якутии. Задача, которая сейчас поставлена перед правительством России президентом страны. Мы в результате реализации ряда инвестпроектов, благодаря решениям президента страны, за 10 лет с 10 по 20 увеличили добычу угля с 10 миллионов до 20 миллионов тонн, но только в течение 2021 года мы увеличим ее еще в 2 раза, у нас уже будет 40 миллионов тонн, а к 2024 году будет 80 миллионов тонн, причем угля не энергетического, а коксующегося, который очень востребован на мировом рынке на многие десятилетия вперед. И сейчас очень остро встает проблема, что российские железные дороги не успевают за ростом угольных наших проектов. И есть прямое поручение президента по итогам совещания 2 марта, чтобы правительство России совместно с РЖД обеспечило вывоз углей с Южной Якутии. А как раз вся железнодорожная инфраструктура, большая ее часть у нас расположена как раз на территории Амурской области. И станция УЛАК, куда приходит уголь с Эльгинского месторождения, это как раз Амурская область. Поэтому мы здесь вот с Василием Александровичем сейчас должны очень серьезно работать с правительством страны, с РЖД для того, чтобы обеспечить модернизацию Восточного БАМа, для того, чтобы угольные проекты Якутии, развиваясь, давали возможность Амурской области, людям, которые работают на ее территории, тем же транспортникам, тоже зарабатывать, активно развиваться, ну и в целом, чтобы была такая синергия наших действий в целом для Дальнего Востока, да, и не побоюсь этого слова, для всей страны. Потому что эти проекты, которые реализуются на территории Якутии, это крупнейшие угольные проекты мира. Василий Александрович, слушаем вас. Да, полностью поддерживаю то, что сказал сейчас Айсен Сергеевич. У нас действительно серьезное очень внимание уделяется развитию БАМа Транссиба, в том числе и населенным пунктам, потому что понимаю, что без людей, кто там живет, кто работает на БАМе, никакие провозные мощности невозможны. Значит, у нас кроме тематики угля и железнодорожных перевозок, а железнодорожные перевозки, так на секундочку, у нас РЖД это крупнейший налогоплательщик. Вот если в Якутии, не знаю, это возможно вот тема, связанная с алмазами, я не знаю, честно, кто у вас больше всего платит налогов, но у нас в первую очередь это железная дорога. И, кстати, по числу занятых тоже, у нас там порядка 13 тысяч человек работает, это много. Значит, второй проект, на который, мне кажется, где мы взаимодействуем де-факто, но есть еще точка роста, это сельское хозяйство. У нас в Амурской области наибольшее количество посевных площадей на Дальнем Востоке, 1 200 000 гектар. И овощная продукция, зерновые, соя, в первую очередь, как экспортно ориентированная, главный наш вид, это, так сказать, то, чем Амурская область может гордиться. Вместе с тем производство кормов, производство овощей, это вот там, где мы готовы с распростертыми объятиями наших якутских друзей, ждем всегда в гости с инвестициями и просто так всегда ждем в гости. Поэтому я думаю, что это такая серьезная точка роста для нас обоих, для наших регионов. Не могу, конечно, я не задать этот вопрос, коль имею честь сейчас общаться с главами сразу 2 регионов. Та самая эпидемиологическая обстановка на сегодняшний день. Василий Александрович, как у вас обстоят дела? Как себя чувствуете вы, ваша команда, ваше население? В каком режиме сейчас живете и работаете? Как проходит вакцинация? Насколько психологически стало попроще, когда стала доступна вакцина?
Ну, если очень коротко, значит, мы не закрывались особо по сравнению с другой частью страны, с европейской частью в первую очередь. Что такое не закрывались? Индекс закрытости, так называемый, есть. Это количество занятого населения, которое не ходило из-за ограничений коронавирусных на работу. Вот у нас до 22, по-моему, процентов доходил этот уровень европейской части страны, в Москве в том числе очень высокий уровень закрытости был. У нас он составлял чуть больше 2%. За счет чего это могло произойти? Ну, во-первых, мы дальше находимся от вспышки, скажем так. Мы регион, кто первый закрыл государственную границу еще в январе прошлого года, потому что понятно, что угроза шла с Китая. Но, как ожидалось, с европейской части к нам первые заболевшие приехали примерно на месяц позже, чем появились первые заболевшие в европейской части. То есть нам удалось посмотреть, как власти других регионов справляются с этой ситуацией. И как следствие избыточных мер не принимать. Кстати говоря, если говорить про результаты по экономике прошлого года, у нас рост бюджета, мы один из очень немногих регионов в стране, кто показал рост бюджета, 126%. Это очень высокий показатель. Это такая интегральная сумма, то есть она не связана с реализацией проектов «Газпрома» на территории области. Это там и золотодобыча дала, в том числе за счет роста цен на золото и так далее. Поэтому с этой точки зрения у нас по экономике мы неплохо прошли год. То, что касается заболеваемости. Население 800 тысяч у нас, 21 тысяча заболевших де-факто сегодня. Ежедневно фиксируем плюс 20, примерно 25 человек. Ситуация полностью контролируемая, врачи научились работать, так же, как и по всей стране. Поняли, что за заболевание, как лечить, как госпитализировать. Значит, по прививкам у нас на сегодняшний день 50 тысяч, почти округляя, там 48 900 привито. Поэтому вот если брать плюсом к количеству заболевших, я недаром с этой цифры начал, можно говорить о том, что 10% гарантированно имеет иммунитет. Гарантированно. То есть это либо переболевшие 21 тысяча, либо там 50 тысяч те, кто соответственно, получил вакцину. Но мы еще понимаем, что далеко не все, кто был зафиксирован как заболевший, вот это 21 тысяча, это, конечно, не все количество людей, потому что многие перенесли на ногах, также даже не поняли, что они переболели коронавирусом. Большое количество людей, в принципе, бессимптомно болеют, вы знаете. Поэтому считаю, что мы так на финише находимся к созданию популяционного иммунитета в нашем регионе. Спасибо. Благодарю вас. Айсен Сергеевич, как у вас эпидобстановка? Насколько сейчас чуть-чуть попроще с психологической точки зрения, когда появилась вакцина и есть возможность привиться? Поделитесь. Сегодня исполнился ровно год, как в Якутии появился первый заболевший коронавирусом. Так, он один из менеджеров крупных наших компаний, был на отдыхе за границей, приехал, ну и вот оттуда это началось у нас. Так, эта история. Сегодня у нас тоже, как в Аталмурской области, каждый день порядка 30 заболевших. Последние 2 недели мы фиксируем, ну, не более 40 человек заболевших было, сейчас вот где-то в районе 30 по всей республике. Основная часть в городе Якутске 20-25. Всего переболевших у нас порядка 33 тысяч человек официально. Вакцину получило 55 тысяч человек. Мы ограничительные меры практически все снимаем. Вот буквально вчера я подписал очередное снятие ограничений в части вот кинотеатров, театров. Мы разрешили уже наполняемость залов до 75%. Мы сняли и ограничения и разрешили работу аттракционов в парках культуры. Раньше у нас торговые центры обязаны были 1 день в неделю останавливаться и дезинфицироваться. Сейчас мы разрешили это проводить уже во внерабочее время по выбору самих уже торговых предприятий. В целом, я считаю, что появление вакцины, конечно, самым положительным образом влияет на ситуацию. Люди понимают, что, во-первых, после вакцины реально появляются антитела, вот раз. Во-вторых, то, что на самом деле она помогает. Вот. А это очень важно, особенно для нашего старшего поколения, потому что мы все понимаем, что в первую очередь, конечно же, от этой болезни страдают лица пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями. Ну, хотелось бы, чтобы вакцины было побольше, чтобы побольше нам ее отправляли. Мы тогда бы, уверен, на Дальнем Востоке достаточно быстро вот как раз этого популяционного уровня по иммунитету уже достигли. Спасибо.
Спасибо большое. Коллеги, будем завершать наше мероприятие, наше пленарное заседание, которое называется «Драйверы роста регионов Дальневосточного федерального округа», которое проходит в рамках онлайн-форума про ДФО Республика Саха-Якутия. И как раз огромная благодарность отдельная, Айсен Сергеевич, вам, как принимающей стороне. Такой первый опыт. Очень надеемся, что этот опыт подхватит и другие регионы, и другие федеральные округа. Вам большое спасибо за гостеприимство. Будем надеяться, что у нас скоро появится возможность в офлайне также встретиться и оценить все те красоты в плане туризма. И Василий Александрович поделился такими тоже красотами. Не была в Амурской области, не в Саха-Якутии, поэтому таким образом желаю себе посетить эти прекрасные места и воочию увидеть все те преимущества, о которых вы говорили выше. Спасибо всем огромное, коллеги, за помощь, за участие, за ваше время. По традиции для этого периода желаю вам всем здоровья, берегите себя. Наша пленарная сессия завершена. Спасибо. Спасибо, до свидания.